Час няўмольна бяжыць, і неўзабаве ў Беларусі адбудзецца самае галоўнае пахаванне. Адзінае пахаванне, якое стане усеагульным святам. Усе беларусы чакаюць яго аднолькава, але рыхтуюцца по-рознаму. Добрый день, меня зовут Алексей, я организатор вашего праздника. Из любого события мы делаем грандиозное представление. Я на такого же человека работаю, здравствуйте. Ну что ж, а где невеста? Нету? А юбиляр? Мимо! Кто тогда? Похороны. Прошу прощения, мы специализируемся только на веселых праздниках. Эти похороны будут праздником для всех. Вы хоть знаете, чьи похороны мы готовим? Нет? Понятно. Послушайте, я организовывал концерты Солодухи в Орше, в Ледовом дворце на 5000 человек. Я организовывал европейские игры на стадионе «Динамо» на 25 000 человек. Я организовывал Литбир на 100 000 человек. Я даже цыганскую свадьбу, прости господи, организовывал. Но чтоб столько счастливых людей в одном месте, я даже не представляю. Я волнуюсь, вдруг я не справлюсь. Да подождите, послушайте меня. Главное, чтоб справился завод шампанских вин, а все остальное ерунда. Так что так, записывайте. Значит, будут люди из администрации, из министерств, так, представители из ВНС, и военные. Ага. Ну, в общем, надо полянку накрыть человек на 100. 100 человек, так, записываю. Да, что, давайте обсудим меню. Давайте, да. Официант. Костя, Константин, подойдите, пожалуйста. Сейчас. Костя, у нас... Да? Да. Я понял. Что можете предложить? Ну, тогда омары, черная икра и утка, фаршированная лебедем. Люди все-таки избалованные. Так, ну все, прекратите, ребят. Вы хоть раз День строителя организовывали? Ну, конечно. Ну так все, ту же менюшку, не надо ничего придумывать. Все. Так, все хорошо, Константин, понятно. Так, давайте программу обсудим. Программа, значит, я предлагаю тематические вечеринки, например, там страны мира, да? То есть гости выбирают страну и одеваются, соответственно, этой стране. Например, там и Италия, да, и все одеваются, ну, как итальянская мафия. Ага. Или там Германия, то какой-нибудь там повар, или там пивовар немецкий, да, или там Испания, то тореадор, ну, вы понимаете. Отлично, только давайте страны поменяем, пускай это будут Россия, Китай и Венесуэла. Ну, они-то от люстрации в эти страны убегать будут, правильно? Так пускай одеваются, чтобы потом переодеваться не пришлось. Классно, мне нравится, это практично. Так, также мы можем предложить, конкурсы, но у нас, к сожалению, только классические, стандартные. Отлично, давайте конкурс на мальчика-девочку. Это как? Ну, кто будет следующим президентом Беларуси? Тихановская или Латушка? Хорошо, тогда так, дальше. Что у нас? В принципе, все понятно. Нет, что у нас еще по артистам? Давайте пригласим Николая Баскова. Отлично, тем более, что он его очень любит. Да? Да. Тогда Баскова не приглашаем. Давайте тогда позовем сестер Груздевых. Так, хорошо, хороший выбор. Я прошу прощения, возможно, это не мое дело, но если вы его ненавидите так же сильно, как и я, то сестры Груздевы, мне кажется, как-то слабовато. Да? Ладно, тогда давайте сестер Груздевых без фонограммы, пусть живьем поют. О, вот это класс. Так, все, понятно. Ну все, спасибо Да, вам огромное, определились. все понятно. Если что, звоните. Рад был познакомиться. Да, взаимно, я надеюсь, мы скоро увидимся. Я сам очень надеюсь. Что? Я думаю, что наше заведение скоро опять будет называться... Пахнет шабур. Пахнет Шабор. Пахнет. А что это я тебя первый раз ночью вот не на кухне возле холодильника нашел, а в коридоре? А? Чего это ты? Чего ты здесь? Здесь курицы нету, курица в холодильнике. Где коты? Что там? Включи свет, быстро. А то
то заметят. Кто? Комары в подъезде? Воры, блин. Какие воры? Соседы грабят. Какого соседа? Покажи, дай посмотреть. Там, ты видела, там же воры, там... Да реально соседа... А что ты смотришь? Что ты смотришь? Надо же милицию вызывать. Смотрит она нормально. Алло? Милиция? Здравствуйте. У нас тут ограбление. Грабят соседей. Улица Столярова, 4, квартиры 37. Приезжайте, пожалуйста, срочно. Что? Ну, сейчас посмотрю. Не, нету. Точно нету. А, еще, сейчас гляну. Нет, вроде нету. Ну, там темно, плохо видно, но вроде нет. Сейчас. Да нет, просто темные черные байки и все, и больше ничего. Да, точно нет, да. Что? Ну ладно, хорошо, я понял. Спасибо, до свидания. И вам? Ну что там, приедут? Не приедут. Почему? Сказали, если у них нету БЧБ флага, БЧБ одежды и всяких ленточек БЧБшных, то и ехать не хотят тратить свое время впустую. Капец. А ты сказал, что грабят квартиру депутата? Нет. Ну и правильно. Да? У него же все равно БЧБ нет. Вот, точно. Потому что мы команда, мы семья этих самых Столяровых. Ну что, идем спать? Пошли жрать. В смысле? Сам мне про курицу напомнил. Да. Но потом спать. Я когда тебя вижу, сразу про курицу вспоминаю. Ого. Ну, что я вам могу сказать? Это, конечно, не вступление в Беларуси в Евросоюз, но тоже нереально. Послушайте, вы поймите правильно. Это завещание Верховного. И он настоятельно просил, чтобы все пункты были выполнены. Уважаемый, я все понимаю, но мы не можем. Мы просто не можем после его смерти отдать Гомельскую область Китаю. Ну да, но может мы все-таки можем что-нибудь придумать, чтобы решить эту проблему. Послушайте, И это, кстати, вам лично от первого. Шоколадка? Да. Вы издеваетесь? Нет. То есть, по-вашему, вы можете купить меня за кусок какао и сахара? Нет. Ладно, кое-что, я думаю, мы можем сделать. Некоторые пункты мы можем выполнить. Давайте, только мне нужно задать вам пару уточняющих вопросов. Давайте, я готов, слушаю вас внимательно. Так, почему Шпица завещали Солодухе? Это же просто. Шпиц, он же волосатый. Солодуха, он же лысый. И это, так сказать, для баланса волосяного покрова в природе. Вы, как всегда, логичные, да. Так, дальше пройдемся по пунктам. Так, 6 мешков комбикорма для озаренных. Это же понятно. Да. Понятно. Подписка на фотошоп для Качановой. Это же очевидно. Тоже. А вот это вот, скажите. 3 коробки просроченной продукции Минского маргаринового завода для Марии Василевич. Это для чего? Она просто очень любит старый хрен. Знаете, я все-таки подумал, наверное, у нас ничего не получится. Так, подождите, в каком смысле? Смотрите, по закону Республики Беларусь завещано может быть только задекларированное имущество, а у нашего потенциального покойного такого попросту нет. Вы хорошо подумали? Ведь я буду вынужден принять серьезные меры и обратиться на самый верх. Извините, может, мы с вами как-то договоримся?
Чертяка. Знаешь ты мои слабости. Ладно, так и быть, давай, пока. Давайте. Здоровья погибшим. Идиот. Добрый день. Добрый. А вы кто? Я представитель Министерства социальной политики Республики Беларусь. До повышения. Подождите, не бросайте трубку. У меня для вас есть очень хорошая новость. Мне уже помер. Нет. Просто наша республика предлагает для всех беглых абсолютно новые условия по возвращению. Так что вы можете ими воспользоваться и вернуться в Республику Беларусь. І чим я напалепшена? Тепер не треба записувати по вертанню покаяльне відео? Хопить аудиозаписи? Послушай, по нашим новым правилам у вас будет очень много плюсов. Например, вас вычеркнут из списка тунеядцев. Ну коли так, то уже вертаюся завтра. Правда? Ну вот и хорошо. Ждем. Да, возвращаюсь. Не, конечно. Я так разумею, окромя людей з країни виїхав і сарказм. Так, ну подождите. Ну вы... Тогда ладно. Еще один плюс, который вас ждет при возвращении. Это наша новая система образования. Во-первых, в вузы вы теперь сможете поступить без экзамена. А во-вторых, у нас новая инновационная программа. Вам придется учиться всего лишь 10 часов в неделю, и все. Ага. А у остатние 50 наведывать дурацкие мероприемства, так? И махать с теми стяжками за президента. А вы уже где-то читали нашу новую программу, да? Абсолютно правильно. Так что, возвращаетесь? Не. Так, подождите. Ну вот скажите, вот подумайте хорошенько, просто понимаете, Беларусь – это же социально направленное государство. Вы пропустили «не» у выразе «самая социально неориентованная краина». Да ладно вам, ну подождите, вот что вы начинаете? Вот, ну, например, вот знаете эту поговорку «где родился, там и пригодился»? Я-то ведаю. На жаль, другі чоловік не ведає, і на бяду нашу з'їхав з вёски Шкловского района у свой час. Так, хорошо, ладно. Вот давайте все серьезно. Вот что есть в вашей этой Европе, чего нет в нашей прекрасной стране для жизни? Ой, да зразумейте вы, я тут чалавекам сабе адчуваю. Не пужаюся, калі бачу паліцэйскага на вуліцы. Не п'ю валідол, калі трэба схадзіць у местны исполком. Да што у исполком? Я ў паспартным стале ні разу мата ў сваю адресу не чула. Тут настаўнікі ў школе укладаюць у дзяцей веды, а не укидываюць урны бюллетени. Ну, это вы что-то придумали, такого быть не может, не надо рассказывать нам. Вас там зомбировали просто. А яшчэ іпотэка под 2%. Добры заробак. І цэны ніжэй, чым у Беларусі, дарэчы. Так это, скажите, а у вас постоянный вид на жительство? Так. То есть вы и приглашение можете выслать, если что, да? Да, так. Скажите, а вашей маме зять не нужен? Вы с глузду съехали. А может быть, вашей собаке нужен человек, который с ней гулять будет? Или, может, вашим детям нужен хороший отчим? Да ну вас. Не, подождите, ну, не бросай. Вот, Саня, ну куда ты влез? Сейчас бы, блин, в Европе уже, может, поехал. Ипотека под 2%. Мне тут под 2% даже молока нет, денег не хватает. Придурок ты, блин.